Открывая круглый стол «Новое поколение. Гарантия успешного будущего», модератор Ахра Аристава отметил, что Абхазия стоит на пороге принятия важных для всей страны решений, и мнение активных представителей нового поколения имеет большое значение. Это вопросы продажи недвижимости иностранцам, привлечения инвестиций в стратегические секторы экономики, в том числе в энергетику, вопрос Пицунской госдачи. Вы все представители нового поколения. Вам интересна политика, вы публично высказываете свое мнение, активно участвуете в политических процессах. И, естественно, возникает вопрос, есть ли потенциал и у нового поколения, и у нашего государства, способны мы решать большие задачи, или же вот этот к нам приклеится, что мы ничего не можем. Поэтому... это мое мнение, что кризис политической системы, потому что эта система только за последние 6-7 лет, она порождает только кризис. И все практически политики в стране говорили о том, что политическую систему надо менять, но после выборов эта тема уходит на второй план. И это ошибка, и даже сейчас не надо быть большим специалистом, чтобы понять, мы практически... целенаправленно входим в очередной политический кризис. Ахра Аристава отметил, что согласно планам руководства республики, к 2024 году Абхазия должна будет покрывать 65% расходов на содержание бюджетников за счет собственных средств, а к 2025 – 85%. При этом медленный рост доходной части бюджета не позволит реализовать эти планы на практике, уверен Ахра Аристава. Член АНД, общественный деятель Саид Бея, отметил, что финансовая помощь Российской Федерации очень ценна, но надо учиться самим оплачивать свои расходы. Что касается экономического кризиса, это вот та самая инвестпрограмма, которой на недавнем тоже собрании, на недавней встрече, где я выступал, вот это тот самый кризис, когда по инвестпрограмме мы привыкли к тому, что вот у нас есть средства, нам помогают, но эта помощь когда-то прекратится. Вы сказали о цифрах, вы сказали, в каком году это примерно будет прекращаться. Но я так понимаю, что правительство, любое правительство, данное или следующее правительство в любом случае будет снова обращаться к российской стороне для того, чтобы снова поддержали и сроки увеличили, да, чтобы они не сжимались. Но это путь в никуда, согласитесь. Мне кажется, идеи и механизмы реализации данных идей, они возникают тогда, когда у нас руки завязаны. Образование, здравоохранение, силовой блок у нас, вот вы озвучили, в процентном соотношении финансируется Российской Федерацией. Но если мы не можем содержать данный институт, это же не значит, что мы должны передавать эти институты другому государству. Денег нет, потому что нет реформ. Большая часть экономики страны в тени из-за некачественного администрирования и неэффективного управления финансовыми потоками, уверен Ахра Аристава. В истории нашей страны есть года, когда даже не дожидаясь реформ, в бизнес вовлекались тысячи людей, люди строили отели, предприятия, цеха, бюджет кратно увеличивался, и, кстати, не от НДС, а от налога на прибыль. Поэтому этот опыт не надо отметать, или там политически кому-то не нравится, или что, потому что наши граждане, работающие в экономике, они не политизированы. И им надо просто создавать условия роста. Будут эти институты внедряться, будут деньги, и поверьте мне, нам грех жаловаться. У нас на одного жителя приезжает более 7 туристов. Даже несмотря на то, что это не самый богатый турист, такой страны второй в мире нет. Надо создавать условия и в первую очередь научиться управлять финансовыми потоками, менять законодательство. Раздутый государственный аппарат, дублирующий друг друга структуры, отсутствие реальных реформ на фоне постоянных разговоров об их необходимости – вот основные проблемы сегодняшней Абхазии, по мнению Саида Будба, юриста, руководителя общественной организации «Союз молодежи и ветеранов». Кроме того, большими проблемами оборачивается отсутствие открытого диалога народа с властью, как видно на примере Пицунской госдачи. На мой взгляд, вот есть такая тонкая грань. Кто-то хочет
показать, что есть часть граждан в Абхазии, которые не хотят какие-то антироссийские настроения против. Но лично я, допустим, да, не встречал ни одного человека, ни одного гражданина Абхазии, который против того, чтобы данные объекты там находились в пользовании, да, у российской стороны. Мы же о другом говорим. Мы не можем понять, почему вы передаете в собственность. Почему? Что это будет для нашей страны, да? Какие там, если кто-то нам может объяснить, или глава государства, что на самом деле это необходимо, что на самом деле в этом есть там будущее Абхазии или что-то, конечно, я думаю, что граждане будут за. Но вот объяснения, Кахра, ты понимаешь, такого мы не получили. Отсутствие глубоких реформ – это результат сложившейся в Абхазии суперпрезидентской формы правления, уверен общественный деятель Леван Лагула. Каждый новый президент за 2 года берет под контроль все ветви власти и закрывается от своего электората. Народ стучится, ему не отвечают, и он выбивает двери. В такой системе, когда все ресурсы сосредоточены в руках 2 противоборствующих групп, новая политическая сила просто не может появиться. Решением этой проблемы может стать передача больших полномочий в органы местного самоуправления, выборность глав районов и городов и конституционная реформа, считает Леван Лагула. Допустим, мы избирали бы мэра города Сухум, на примере. Да? Вот, мы избираем мэра города, мэр города себя хорошо проявил, он получает большую поддержку огромного города, он становится независимой фигурой и уже может конкурировать в том числе за место президента. Да? Вот, но власти невыгодно, чтобы мэр города был конкурентом, поэтому ей выгодно его назначать, потом получить от него какие-то электоральные, скажем так, да, поддержку электоральную, ну и, собственно, вот мы кружимся вот, да, вот в этом танце, скажем так. Я думаю, что в этой связи нам нужны, конечно, перемены, в том числе вот, мы говорим о конституционной реформе, которая никак не начнется, никак не проведется. Без конституционной реформы, без большого общественного обсуждения, без даже требования уже от общества, что мы не хотим, например, избирать следующего президента по старой схеме. Ну, просто не хотим, мы не будем его избирать. Понимаете? То есть, как бы, другого какого-то альтернативного пути, когда, ну, представьте себе, что, ну, пришел к власти человек, ну, и теперь у него вся полнота. Будет он делиться самостоятельно? Я думаю, что нет. Реформ нет и не будет, потому что у нас у власти советская элита, а для советского человека само слово «реформы» как ладан для черта, считает член партии Айнар, общественный деятель Адгур Лагвилава. О качестве этой власти и всех предыдущих за 30 лет можно будет судить по перечню наиболее крупных землевладельцев Абхазии, если такой список когда-нибудь будет создан, подчеркнул Адгур Лагвилава. Основа жизнедеятельности у нас в Конституции написана эта земля. У абхазского народа сегодня земли нет. Если кто-то там считает, что абхазский народ чем-то обладает, да, абхазского народа земли в Абхазии нет. В лучшем случае там 6 соток где-то в деревне. Все самые лучшие земли в Абхазии уже давно принадлежат не нам. Давно. Мы просто об этом не знаем, потому что кадастра нету земельного. Поэтому его и не делают, чтобы мы увидим, кому все принадлежит. Если, к примеру, у нас будет информация, да, мы сможем, например, озвучить 50 самых больших землевладельцев в Абхазии, вот их фирмы и их учредители, на кого эти оформлены. И тогда мы вообще все поймем, что такое абхазская политика за 30 лет. Вот, да, и народу абсолютно станет понятно, что вообще происходит. Мы 200 гектаров Пицунды отдаем, при этом у абхазов земли нет. Мы должны к этому нормально относиться. Мы выходим на телевидение, что-то говорим, и нам рот затыкают. Когда мы просто очевидные вещи говорим. Просто 1+1. Ты говоришь 1+1, тебе говорят, заткнись, ты дурак. Ну как так можно? В ходе круглого стола свою точку зрения высказали члены АНД Алхаз Канджария и Артем Киракосян, а также член Айтглара Анрина Чкебия. Подобные встречи под эгидой Абхазского народного движения будут проводиться на регулярной основе. Надежда Боровикова, Сасрыку Агуха, Инал Агуха, Абаза ТВ.